Картошечки мои, всем привет! Сегодня мы будем играть с вами в такую классную игру под названием Sally Face. Возможно, вы уже, наверное, видели, но давайте еще раз взглянем на эту замечательную игру и поиграем уже со мной. Если вы хотите, то смотрите дальше и ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и поехали, начнем новую игру. Все было как в прошлый раз. Только теперь это началось в больнице. О. Так, на ВСД мы можем ходить, ответить на звонок. Алло? Все хорошо, Сал. Теперь все будет хорошо. Можешь сам в этом убедиться. Кто это? О чем вы? Где я? Так, где я? Не волнуйся об этом, просто найди меня. Странно, голос, как у моего отца. Салли Крамсалли. Толкнуть. Вроде бы там что-то есть, но из-за темноты я толком ничего не вижу. Нам нужен фонарик. Чего? А, включить свет, точно. Ой, собачка поменялась. Что-то с собачкой было. А, ключ. Так, на Q у нас открывается инвентарь. Боже мой, что с этим мальчиком? Что с его лицом? Так, там нам нельзя пройти. Это что? Что за П? Ж. Ё. Е. О, можно куда угодно зайти? Е. Так, значит, первое П. Потом, наверное, Ё. Пё. Пёс. Пёс. Что это? Что такое? Почему они там стоят? Кто хороший песик? Кто хороший мальчик? Я похоронил ее заживо, пацан. Вот ты мне и ответь. А? Сам посмотри. Кого? Собака похоронила. Диана Фишер, мать и жена, любимая. 48-й, 84-й. Спуститься. Батарейки не включены. Заперто. 1948, 1984 там был, да? О. О, ты кто? Пап? Ты не мой сын. Мой сын не убийца. Чего? Что произошло? Это твоя вина. О. О. Мам? Что с тобой? И тут я проснулся. О. Мы на какого-то доктор Откин. Действительно, занятный сон. Ничего пока не понятно. Думаю, нам стоит вернуться к нему позже. А сейчас не мог бы ты поведать мне о трупе? О каком конкретно? О втором из квартиры. Мы с отцом только заселились. Это место сразу вызвало у меня странные чувства.
Эпизод 1. Странные соседи. Ну что ж, я в предвкушении. Вау. Здесь мы начнем новую жизнь. И, наконец, сможем позабыть о том, что произошло с нами в Нью-Джерси. Прогуляйся по дому, подружись с кем-нибудь, пока я распаковываю вещи. Так, это наши воспоминания, так сказать, да? Наш рассказ, что происходило до. Так, пройдусь по всем этим локациям, посмотрю. Обыкновенные продукты, которые отец купил в магазине, ничего примечательного. А здесь что? Ванная. Отец все еще плохо спит после... После чего? Так, уйти. Комната сала, комната отца. Эй, пацан, решил отдохнуть от распаковки вещей? Отличная мысль, мы что-то долго этим занимаемся. Пожалуй, я тоже передохну. Как тебе наша новая квартирка? Я скучаю по Джерси, я скучаю по маме. Увидимся. Как тебе наша новая квартирка? Может, тут не так хорошо, как в нашем старом доме, но мы будем стараться. Пока мы вместе, у нас есть все шансы превратить это место в настоящий дом. Я скучаю по Джерси. Знаю, приятель, но, пожалуйста, дай этому месту шанс. Занятия в школе начнутся через пару недель. Там ты сможешь найти новых друзей. Ага, наверное. Найдешь, я уверен. Иметь такого друга, как ты, Сал, будет счастлив каждый. Спасибо, пап. Угумс. Я скучаю по маме. Ну да, я тоже, приятель, я тоже. Увидимся. Постарайся не вляпаться в неприятности. Угумс. Так, зайдем в комнату Сала. Кошка. Гизмо. Гизмо, я смотрю, ты уже освоился. Здорово тебе, наверное. Так, что здесь? Ничего. Ничего, что было бы интересно. Ладно, пойдемте осмотримся, как наш отец говорил. Так, это мы можем... О! Здрасте! Что вы здесь делаете? Слежу, чтобы мелкие чудаки вроде тебя не увидели там, что им видеть не подобает. А теперь брысь отсюда, я в няньке не нанимался. Ты что такой грубый? Вы кто? Да... Твоя... Ах ты! Фея крестная, а сам-то как думаешь? Я офицер полиции, так что прояви ко мне хоть немного уважения. Я сейчас мыло достану и рот тебе промою, понял? Что произошло в той квартире? Это уже дело полиции, парень. Почему бы тебе не вернуться к мамочке с папочкой? Если бы это было возможно. Чего-чего, умник? Ничего. Вот-вот. Тупой чудило. Бу-бу-бу. Чего вообще? Ты что такой грубый, а? А потом не любят этих полицейских или кто он там. Никого нет дома. Так, ладно, поехали на лифте куда-нибудь. Мы сейчас на 4-м, давайте на 5-й. По порядку пойдем. Внимание, в настоящее время этот этаж ремонтируется. Пожалуйста, проследуйте к ближайшему выходу. А мы все равно посмотрим. Заперто. Заперто. Шо ж все заперто-то? Так, там не пройти. О! Эй! Простите, не знала, что здесь кто-то живет. Здравствуйте, сэр. Вы в порядке? Тебе не стоило сюда приходить. Простите, я хотел познакомиться с соседями и... Темное место. Это здание. Здесь творятся ужасные вещи. Вы точно в порядке? Какого? Действительно, какого? Куда он пропал? Ванная. Странно, дверь в ванную закрыта. Тут какие-то руки. Что тут как-то жутковато.
Так, ладно. Все, поехали тогда вниз. Какой-то странный мужичок был. Поехали на 3-й. Мокрый пол, да? И там я не вижу, кто там стоит. А вот ты не можешь ничего насчет этого сказать? Нет? Ну ладно. Что у нас здесь? Никого нет дома. Привет. О боже. Прости, ты меня немного напугал. А ты должно быть новенький из 402, да? Сегодня такая суматоха, что у меня не было ни одной свободной минутки, чтобы заглянуть к вам и поздороваться. Да, мы тут вместе с папой. Меня зовут Сал. Приятно познакомиться, Сал. Я Лиза. Я здесь за главную. Слежу, чтобы все было в порядке. Так что, если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся и спрашивай у меня, ладно? Хорошо, спасибо. Да не за что. Какая хорошая женщина. Хоть кто-то здесь есть. Более-менее адекватный. Не то, что тот мужик. Никого нет дома. Так. Думаю, никого нет дома. Короче, никого нигде нет дома. Все куда-то резко пошли гулять. Так, нету. Да, кто там? Чарли. Здравствуйте, я только что сюда заселился. Хочу познакомиться с соседями. Ладно, входи. О, привет, меня зовут Сал. Мы с отцом переехали сюда недавно. И что это ты напялил на свое лицо, парень? А, я понял, вы ведь подростки постоянно ищете способы самовыражаться. Я ведь и сам когда-то был молод, я все понимаю. Главное, чтобы эта маска не означала принадлежность к преступной банде. Ты ведь не вступал в банду? Нет, нет, что вы. Чудненько. Ну а я Чарли, не трогай мои вещи, и мы поладим. Я коллекционер, и коллекция у меня большая. Эти вещи мне как семья, поэтому если ты хоть пальцем тронешь мою коллекцию, считай, что наехал на мою семью. Уяснил? Да, сэр, не вопрос. Я не доставляю вам хлопот. Я не доставлю вам хлопот. Вот и славно. Так, ну ладно, тогда не будем ничего трогать. Если он... Ну, взглянуть-то мы можем. Узри величие моего полного набора поняшек-блестяшек. Собрать полный набор поистине великое достижение. Смотри на них, сколько влезет, но трогать не вздумай. А что за поняшки-блестяшки? Ты что, не знаешь, что ли? Господи, пацан, ты что, не смотрел поняшек-блестяшек радужное представление? Лучше мультика и не придумаешь. В нем полно драмы, экшена, романтики, юмора, да и всего остального, чего только душа пожелает. А поняшки... Ох, поняшки, они божественные, да. Кажется, я его пропустил. Посмотрю при первой же возможности. Уж, пожалуйста, поверь мне, ты не пожалеешь. Ладно. Пошли дальше. Так, в какую сторону мы шли? Так, вроде бы... Остальные же вроде закрыты были, да? Сейчас я посмотрю. Если нет, тогда пойдем. Да, вроде мы тут смотрели уже. Все, поехали дальше. Это мы на 2-м. Давайте отправимся на 1-й. И еще у нас есть подвал. О боги, какое ужасное... Ой, извини, давай заново, мистер Эдисон. Добрый день, молодой человек, новый житель апартаментов Эдисона из квартиры 402. Чем могу помочь? Откуда вы меня знаете? Можно мне войти? Откуда вы меня знаете? Я знаю все и всех в этих стенах, сэр. Лучше бы тебе это запомнить. Можно мне войти? Боже мой, нет. Боюсь, что я слишком уж ценю свое личное пространство. Надеюсь, ты меня понял. Разумеется. До свидания. Прощай, мой друг. Никого нет дома опять. Что здесь случилось? Здравствуй, юноша. Ты поселился здесь сегодня, верно? Да, сэр. Я уже поговорил с твоим отцом. Судя по всему, во время вчерашних событий вы были за пределами штата.
История убедительная, все в порядке. Постарайся нам не мешать. Мы расследуем серьезное преступление. Произошло убийство? Я не могу об этом говорить. Пока. Пока. Так. Ой. Да чего тебе надо? Не рановато ли для Хэллоуина, а? Миссис Гибсон. Дурацкие бесполезные дети, бу-бу-бу. Ну что все такие злые? Так, пойдемте в подвал. Ставьте ключ-карту. А у нас нету ключ-карты. Ладно, поехали домой обратно. К отцу. А этот стоит, да? Ну и стой. Так, зайдем-ка в комнату отца. Может, у него есть ключ-карта. Эй, пацан. Ладно. Может, у той женщины, она же как бы, кто она там? Уборщица, получается. Может быть, у нее есть ключ-карта? Давайте узнаем. Так, да, вот она. Привет, Лиза. Привет, Сал, как дела? Давно ты тут работаешь? Вообще, я здесь не только работаю, но и живу. Если срочно нужно будет убраться, я тут как тут. Не знаю, что тебе наговорили остальные, но тут очень даже неплохо. Для меня это место уже 10 лет как родной дом. Неплохое местечко. Что другие думают об этом месте? Это точно. Ой, да всякое. Этому зданию уже более 100 лет, представляешь? Люди постоянно на что-то жалуются. Но от меня ты жалоб не услышишь. Им я предпочитаю действия, вижу проблему, сразу устраняю ее. Да, многие правда жалуются по всяким мелочам. На такие мелочи не стоит обращать внимания. Сал, ни за что не стоит так делать, понимаешь? Ты права. Делай, как я, замечай лишь хорошее, то, что делает тебя счастливым, и не трать свои силы ни на что другое. Вот. Вот это правильное решение, я считаю. Если видеть только один негатив вокруг себя, то только всегда и будешь с плохим настроением ходить. Ты знаешь, что произошло в 403-й? Жаль, что у вас с отцом такое неприятное первое впечатление. Уж поверь, обычно тут все обходится без таких жесткостей. Бедная миссис Сандерсон. Кто такая миссис Сандерсон? Неважно, не забивай себе голову столь ужасными вещами. Как тут можно отвлечь себя от скуки? А знаешь что, у меня есть сын, он твоего возраста, думаю, вы здорово поладите. Он внизу в нашей квартире, загляни к нам, познакомься. Хорошо, схожу поздороваюсь. Отлично, его зовут Ларри, он в подвале, скажи, что ты от меня. Ларри и Салли. Однако, чтобы попасть туда на лифте, тебе будет нужна карточка. Вот возьми, у меня есть запасные. Класс, спасибо. О, ой. Тут водятся призраки? Сал, дорогой, я давно работаю в апартаментах Эдисона, и я ни разу не встречала ни призраков, ни гоблинов. У людей просто разыгрывается воображение, слишком много сладкого и ужастиков, вот в чем дело, как по мне. Ну, до скорой встречи. Возможно. Так, ладно, все. Теперь можно будет поехать в подвал. Куча вкусной и вредной еды, хотя я не особо голодный. Оп. Опа. А, вот мы, кажется, и пришли, да? Что это было, черт возьми? Я у тебя тоже тот же самый вопрос хочу задать. Жутковато. Так, здесь ничего интересного. Комната Ларри, комната Лизы. Заперто. Да. Ларри, твоя мама сказала зайти познакомиться. Я только что заселился в 402-ю квартиру. А, заходи, дверь открыта. Вау, клевая маска. Это протез. Ой, блин, ты уж извини. Да, ничего, мне говорили вещи и похуже. Рад, что тебе понравилось.
Так у тебя типа под ней лица нет? Что произошло? Я не хочу об этом говорить. Лады, сменим тему. Меня зовут Ларри, я живу тут внизу со своей мамой. А я Сал. Друзья называют меня Салли Крамсали. На днях переехал сюда из Нью-Джерси. Салли Крамсали? Ну, видимо, настоящих друзей у меня не было. Так что, когда эти уроды начали меня так называть, я решил оставить это имя, лишив их возможности дразнить меня. А ты, чел, непростой, Сал, странный малый. Нравишься ты мне, мы точно поладим. Ха, твоя мать сказала то же самое. Мама знает, как лучше. Почему ты живешь в подвале? Моя мать говорит, что это для того, чтобы не завелись крысы. Но я уверен, что ей дали эту комнату бесплатно, потому что она тут убирается и все такое. Тут круто, мне нравится. Я могу слушать музыку на полную катушку, пока мамы нет. Круто. Ага, этот подвал словно моя собственная бэт-пещера. Бэт-пещера. Мне нравится твоя футболка. Спасибо, надпись на ней значит «Салли в Крамсали». Получается, у меня есть свой собственный бренд одежды. Ха-ха, на самом деле это мерч метал-группы «Смысловая фальсификация». Любишь металл? Не знаю. Значит, сейчас мы это проверим. Зацени-ка эту песню. Это их первый сингл, а альбом выйдет через пару месяцев. Ладно, все, хватит. Что произошло в 403-й? Шш, потише, чел. Почему? Что такое? Убийца все еще в этом здании. Откуда ты знаешь? Я все видел. Ты что, под кайфом? Ах, если бы, чел, стримач полный. Что произошло? Я прочистил туалет для миссис Сандерсон, и тут ворвался он, крича как сумасшедший. «Я знаю, что ты сделала, Херман все мне рассказал, ты тупая». На-на. Она хотела его успокоить, но и слова сказать не успела, как он перерезал ей глотку. Я был в шоке, меня словно парализовало, чел. Мог лишь смотреть на все это через дыру в двери в ванной. В общем, все произошло мгновенно, он почти сразу же замел все следы. Не знаю, каким чудом, но он меня не заметил. Я никому об этом не рассказывал, даже маме, но я тебе доверяю. Ты знаешь, кто это сделал? Ага, наверняка это Чарли, странный, стрёмный чел с 204. На нем были перчатки, так что не думаю, что он оставил отпечатки. Может, скажешь копам? Я пытался рассказать детективу, но он сказал, что у меня нет доказательств, будто моих слов мало. Сменить тему. Что такое с чуваком из 103-й? Мистер Эдисон, владелец этого места, он ни разу не покидал квартиру, всегда общается через щель для почты. Хороший чел, но странный. Если ему скажешь «чай Эдисона, будьте добры, спасибо», он заварит свой знаменитый чай. Самому мне не нравится, но взрослый от него без ума. До встречи. Все, что ли? Дорога в Эльдорадо. Это УКВ-сканер с настройки на полицейские частоты. Могу слушать, о чем треплются копы. Где ты, черт возьми, его достал? В другой раз расскажу. Ну, эй, ты мне только что отличную идею подал. Если я сделаю ложный вызов, может, получится их отвлечь, чтобы ты успела проскользнуть 403-ю. Может, найдешь там какие-нибудь улики для детективов, что-нибудь, что они упустили? Быстро ты меня на взлом уломал. Ну, я просто позвоню отсюда и... Да я прикалываюсь, я полностью за, я так и так хотел туда заглянуть. Чудесно. Так, каков наш план? Я позвоню и скажу, что ограбили банки, взяли заложников и копов, как ветром сдует. Думаю, это даст нам несколько минут, пока они не сообразят, что их накололи. Когда я позвоню им, ты уже должен быть наверху, чтобы не терять времени. Можем общаться по рациям, у меня есть. Так я смогу тебя маякнуть, когда пойму, что копы возвращаются. По мне вполне надежный план. Только, может, не ограбление банка, а разбойное нападение на заправку или аптеку. Так будет правдоподобнее.
Ага, думаю, ты прав. Клевая идея, Салли. Вот, держи, гони в свою комнату и дай знать, когда будешь готов. Просто нажми Shift, чтобы связаться со мной. Окей. Все? Ну все, ладно. Так. О, картина. Мне нравятся твои картины. Спасибо, чел, это моя страсть. Что еще есть все? Так, ну, в комнату мамы мы не можем зайти. Ладно, пойдемте. Мы не осмотрелись, кстати, сразу же в эту комнату пошли. Давайте посмотрим, что здесь есть. О, я однозначно ей воспользуюсь. Нет. Так, ну тут ничего интересного. Биохазард. Так, ладно, все. Пошли. Пошли к себе. Вот этот урод стоит. Так, и давайте нажмем на Shift. Так, я у себя. Ладно, приступим. Я сейчас позвоню им. Погоди минутку. Готово. Я слышу какую-то толкотню. Похоже, наш план сработал. Теперь иди в 403-ю. Так. Ну, пойдемте. Вау. Так, а что еще есть? Может, сюда постучим? Нету. Тут сломанный журнальный столик с книгами. Как думаешь, это важно? Да нет, просто хлам. Ладно, тогда ищи дальше. По-любому должно быть что-то еще. Чувак, это просто жесть. И не говори. Тут эти фигурки, похоже, одной не хватает, потому что тут будто бы след от нее в пятне крови. Ага, я понял, как нам его найти. Сматывайся оттуда и спускайся ко мне. Там же у этого чела было же. И Сандерсон, и Чарли коллекционировали эти странные игрушки. Они прям поехали на этой теме. А миссис Сандерсон достала какую-то супер редкую, это она мне рассказала, когда ее туалет чинил. Я уверен, что Чарли хотел заполучить эту фигурку. Вообще я не удивлюсь, если он замочил ее именно по этой причине. У меня от этого чела мурашки по коже, и есть в нем что-то настораживающее, смекаешь? Ого, жесть, этого мужика по-любому должны задержать. Мы же не можем жить с соседом-убийцей. Точняк, поэтому ты должен проникнуть в квартиру Чарли и поискать ту игрушку. Стой, а почему снова я? Я ведь уже был в 403-й. Чарли терпеть меня не может. Однажды он обвинил меня в краже его закусок. Долбанутый жиробас. Ладно, сделаю, иначе точно не усну. Супер, Салли, ты мужик. Вот возьми этот пакетик. Ты сможешь положить в него фигурку, не трогая ее пальцами. И почему у меня такое чувство, что ты уже подобное проворачивал? Не, я просто слишком много смотрю телек. Ну ты даешь, чел. Ладно, пойдемте к этому. Только вот на каком этаже он был, я не помню. Может быть, на 3-м? Хотя там пройти вроде нельзя. Давайте на 2-й спустимся. Так, вот, да, квартира Чарли. Ты тут сидишь, да? Да, знаю, они шикарны. Ага. Итак. Да, понимаю, ты лишился дара речи, увидев мою шикарную коллекцию. Конечно. Ты, главное, не переживай, можешь заходить ко мне и смотреть на нее в любое время. Милая квартирка. Это мой личный рай, только я и мои вещи. Вы живете здесь один? Один? Да ты оглянись, у меня отличная компания, а другой мне и не надо. Ну, вообще, да, славно, что время от времени ко мне заходят гости. Я скоро вернусь. Салли, Крамсали, удачи, чувак.
Так, а что делать? Нет. Так, мы не смогли, короче, взять у него игрушку. Чарли что-то говорил про чай. Давайте-ка спустимся. Добрый день, молодой человек, новый житель апартаментов Эдисона из квартиры 402. Чем могу помочь? Чай Эдисона, будьте добры, спасибо. Да, минуточку. Держите, сэр, приятного чаепития. Спасибо, чел. Надо было, наверное, с самого начала так сделать, просто что-то мы немножко затупили, ну ладно. Я учуял чай Эдисона. Да, эту чашечку мне дал... О, обожаю чай Эдисона. Давай сюда. О. Ах, как вкусно, расслабляет. Лол. Эх, видимо, я ненадолго задремал. Надеюсь, ты не думал трогать моих пони, пока я спал, Сал, ведь ты начал мне нравиться. И в мыслях не было, Чарли. Отлично, я рад. Слушай, если ты достанешь еще немного чая, я буду крайне благодарен. А то мне мистер Эдисон сказал, что на сегодня все. Да ты чё? Так, на еще. Я принес еще чая. Чудненько. Давай спи. Ах, расслабляет. Эх, видимо, я ненадолго задремал. Надеюсь, ты не думал трогать моих пони? Блин, опять что ли? Помните, короче, у его отца было снотворное. Давайте, короче, нальем этот снотворное в этот чай, потому что у нас не получается. Мы что-то неправильно делаем. Точнее, мы делаем правильно, но не до конца. Так, у нас просто была, короче, пустая чашка. Мы снова взяли чай. Сейчас мы... Эти таблетки наверняка вырубят жирного ублюдка. Сейчас мы взяли уже таблетки, смешали с этим чаем и пойдем сейчас угостим этого, как Салли говорит, жирного ублюдка. А этот коп там и до сих пор стоит также. Так, на второй спускаемся. Теперь это должно получиться, потому что этот чай его не до конца усыплял, а сейчас-то он точно уснет. Принес еще чашечку чая. Это прозвучит странно, но несмотря на всю свою любовь к этому чаю, я не знаю, влезет ли в меня еще одна чашка. Правда? Но ведь он такой свеженький, вкусный и горячий. Ну, возможно, хотя нет, я не хочу перебарщивать. Я и так выпил за сегодня чашек так 20. Вы уверены? А ведь эту порцию мистер Эдисон заварил по новому рецепту. Я уже выпил 3 чашки, и, как мне кажется, этот вид чая гораздо лучше остальных. Я даже... Ох, я обязан его попробовать. Давай сюда. Ах, как вкусно. Не знаю, как он... Есть. Игрушка у меня 1-0. Все, идемте к Чарли. Ой, Чарли. Ларри. Я достал игрушку. Отлично, мистер Лавкач, я знал, что ты справишься. Спасибо, чел, я там даже на секундочку занервничал. Еще бы, осталось только отдать ее детективу, и дело сделано. Так, а тут живут привидения? Что, опять? Только не это. Это тебе Пых рассказал? Нет, просто у меня какое-то странное чувство. А что еще за Пых? Толстяк с 3-го этажа, трудно не заметить. Я в призраков не верю, еще ни одного не видел. Ну, наверное. Включишь еще смысловую фальсификацию? Конечно. О, да. Ладно, увидимся. Так, теперь нам надо пойти к копу. Как дела, офицер? Бу-бу-бу. И не устали вы так весь день стоять? Бурчание. Есть новости об убийце? Если я узнаю, что ты пытаешься подсунуть ложные доказательства, что ж, молись, чтоб я не узнал. Кажется, я что-то нашел. О чем ты, парниша? Ну, Слушай, я занят. Если у тебя что-то важное, расскажи об этом детективу на 1-м этаже. Ну вот, я к нему и хотела пойти.
Спасибо, что сказал, где он находится. А то я забыла. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, детектив. Привет, Сал. Кажется, я знаю, кто это сделал. Ты говорил с тем парнишкой, Ларри? К сожалению, я не могу принимать слова подростка с судимостью за чистую монету. Но Слушай, я ценю, что вы пытаетесь помочь, но если у вас нет каких-либо доказательств, то не стоит плодить слухи. У меня есть улика. Посмотрим. Это из квартиры Чарли? Откуда она у тебя? Я просто ходил и здоровался с новыми соседями. Ну, понимаете, знакомился со всеми. И к Чарли тоже заглянул. Он показал мне свою коллекцию игрушек, и я заметил, что на одной из них кровь. Я подумал, что это наверняка поможет расследованию, поэтому и положил ее в свой пакет из-под ланча. Так, юный детектив берется за дело. Ха-ха, неплохой пацан. Приму это к сведению. Ну давай в следующий раз. Ты сперва сообщишь обо всем нам, а не подвергнешь себя опасности. Хорошо, сэр, договорились. Так. У нас получилось? О, что это? Ящички? Можем уйти? А мы можем уйти? Мы можем уйти. Так. Ну и чего? Отличная работа, Сал. Можешь спать спокойно. Оу. Я не виновен, клянусь. Я думал, мы друзья. Оу. А вдруг? А вдруг и правда? Поблизости никого не было, так что я заглянул в окно фургона. Оу, жесть. Подобное зрелище ужаснет любого, что уж говорить о подростке. В 15 лет стать свидетелем двух чудовищных сцен — это наверняка оставило свой отпечаток. Да, возможно. А еще спустя годы были найдены новые улики, так что было доказано, что Чарли обвинен ложно. Невиновный человек, столько лет просидевший за решеткой, что ты чувствуешь, когда думаешь об этом? Я не верю, что это был не он. Угу, ты уже говорил. А что насчет Ларри? А что с ним? Как я и говорил, мы дружили, пока учились в школе. А после? Перестали общаться, потеряли связь после выпускного. Даже не знаю, где он сейчас. Кажется, тебя напрягают упоминания о нем. Я просто не понимаю, зачем спрашивать одно и то же из раза в раз. Мне казалось, вы должны помочь мне. Я понимаю твои чувства, Сал, правда, и я хочу помочь тебе, но вижу, что что-то не дает тебе двигаться дальше. Я не смогу помочь тебе, если ты не будешь до конца откровенен со мной. Понимаешь, к чему я клоню? Да, возможно. К сожалению, на сегодня наше время истекло. Подождите, Ларри, прости, здесь строго следят за графиком. Пожалуйста, прибереги мысли для следующей встречи. Следующая встреча будет последней перед твоим судом. Позволь помочь тебе. Судом? Я не думаю, что ты убийца, Сал. Чего? Похоже, только вы так и думаете. Вау. Вау. Круто. Это был первый эпизод. Второй эпизод, если вам понравится первый, то мы приобретем и второй эпизод. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что ставите лайки. И не забывайте комментировать, пожалуйста, потому что это тоже продвигает меня как бы... Не то чтобы в тренды, но хотя бы меня хоть кто-то, может быть, заметит. Все, всем спасибо, всем удачи и всем пока!